Начнем с шаблона. Шаблон – это основа того, что вы начинаете делать. Нормальный эллипс. Ну, всю технологию, как производится, это тяжело и долго. Вот заготовки на будущий пояс и нагрудники. Сейчас мы наносим шаблон. Вот так приклеим. Даем ему высохнуть. 2 месяца это делается. Это не быстро. Интересная, трудоемкая работа. Вот из них вырезаешь заготовки. Следующий этап. Вырезаем по шаблону. Ну, тут бумага стерлась, но есть линии, по которым вырезаем центральную часть ремня, пояса. Так, берем напильничек, обрабатываем края. Орнаменты осетинские четко отличаются от всех, от кабардинского, от чеченского. У них жесткие, у нас более плавные линии. Ну как, это не нами заведено, не нам это нарушает. Перемешивание, конечно, есть на сегодняшний день, потому что, как бы ты ни хотел, все равно все идет вперед и перемешивается. Люди перемешиваются, а культуры тем более. Хотя надо чтить и уважать свои традиции и не брать лишнего. В орнаменте, конечно, все должно быть вперед стремящееся. В смысле, вот наша работа даже не в орнаменте, а технологии. Если мы вручную работаем, то кто-то работает сейчас по-современному. Они сделают одну форму, допустим, от одной такой заготовки. Если у меня на это уходит, чтобы создать одну заготовку, определенное время, у него может уйти дня 3-4, я не знаю, не сталкивался, потому что это современные технологии. Они снимут резинку и начинают ее лить. Это уже не ручная работа, но это новые технологии. А мы работаем по старинке, все вручную, все скрупулезно обрабатываем. Подделка, она была всегда. Когда сделали первое изделие, на второй день пошла подделка. Потому что кто-то создает, а кто-то списывает. Было бы еще художественное образование, было бы, конечно, получше, но это уже для молодежи, чтобы она знала, что она хочет с молодости. Развивать чувство прекрасного в ребенке нужно с детства. И следующий этап наносим контуры. В общем, получается что-то вот такое ужасное. Внешний вид пока не смотрите, это все рабочее состояние. По контуру нужно нанести каркас. Потом основной рисунок идет. Потом вторичный. И после этого только чистовой рисунок идет, куда мы ставим кастик и зернь. Все вместе ставим, и получается вот такая заготовка. Таких заготовок в поясе, штук
штук 12-13. И центральная часть пояса. Кто-то в голове это держит, кто-то создает эскиз. Мы делаем с чистого листа, что в голову пришло, то и поехали. Но это предварительная такая. В общем, вот так контур создается, подгоняется все, опиливается напильничками. Все я вам за эти 20 минут не покажу, потому что это занимает очень продолжительное время. Пинцет магнитит. Тут нужны хорошие нервы, чтобы все это выдержать. У кого нервы слабенькие, тот здесь не работает. Ну вот как-то вот в таком тихом процессе и создается маленькая прелесть. Вообще, когда человек работает, он всегда должен думать о прекрасном. В каждое свое изделие он вносит частицу себя. И если мысли негативные, то и изделие может приносить негатив. Это плюс. Раствор борной кислоты и буры. Ну, пусть остынет. Ну, у каждого мастера свой рисунок, хотя все приближаются к одному – растительность и животный мир. Ну, сейчас я вам покажу. За один день это все не сделается. Я вам покажу заготовки, которые уже доведены, ну, практически до финишной прямой. Вот как-то вот так он будет изящно, и здесь он будет крепиться на колечках. Будет очень красиво. Но больше мне нравится более традиционный, более консервативный, ну и более красивый, на мой взгляд. В нем и растительный, и животный. Вот что-то вот так получается. А потом мы берем, вот что оберегает женщин, так это камень. Это не я придумал. Практически все невесты были в нагрудниках и с поясе, который обрамлялся бирюзой. Любая семья в Осетии захочет иметь такой комплект, но не все себе могут позволить. Не то, что не все, а... В общем, я сделал где-то в серебре, ну, 10-12 комплектов за 30 лет. Это единичные экземпляры, и вряд ли они повторяются. Потому что каждый завиток что-то символизирует. Вот по контуру идет барашка. А этот орнамент, мне сказали, это когда я сам уже сделал, и говорят, похоже на апи. Это женский символ скифский, плодородие. Ну, не знаю, женщинам виднее. Это они так сказали. По мне просто растительное
орнамент. Ну, разумеется, все хотят серебро, но серебро не все себе могут позволить. Очень жаль. Вообще такие вещи передавались по наследству от матери, дочери, от дочери, внучки, в смысле изначально. В каждой семье осетинской, я думаю, были такие вещи. История, память, все это складывается из этих родительских вещей. Ну а нагрудники делаются сразу после того, как пояс уже готов. От пояса начинаем играть нагрудники. Под них нужно сделать заготовки. Это надо каждую отрезать, загнуть, нанести контуры по краю, потом нанести рисунок первичный, потом вторичный. Он будет треугольный, в смысле под конус вот так. Нанести рисунок, а потом зернь посадить. Зернь — это вот такие маленькие шарики. Каждый шарик, так что вы меня поймете, вот эта проволока, гаварс называется, а вот эти шарики, они сажаются каждый отдельно, чтобы при случае, вот видите, он сместился, но он припаянный. Ну, на общем фоне это не будет видно, но хотя в серебре я себе такого не позволяю. Даже готовый нужно будет снять и поставить его на место. Ну, а так как это Мельхиор, я его все-таки исправлю чуть попозже. Ну, это просто шаблоны, а с шаблона весь процесс сегодня я вам не могу показать, потому что это 2 с лишним месяца работы, и наносим, потом занимаемся центральной частью. В центральной части будет такой же камушек, но только поменьше, вот где-то вот такой. Будет вот такое гнездо у него. Это все, разумеется, заготовки делаются, и вот так он будет. Тоже половинка срезается, и вот так он будет. Ну, кастик. Дети раньше учились танцевать дома, а сейчас они в ансамблях, и им интересно. И я вот подарил даже одной маленькой хорошей девочке, очень любящей танцевать, вот такой пояс. Ну, племянницы тоже получили что-то. И эта тенденция растет. И это радует. Хоть кризис в стране, но люди стремятся к чему-то прекрасному. И это радует. Хотя я хочу сделать небольшое замечание нынешним модельерам и девушкам. Они носят газыри на платьях. Это верх безвкусия. Это мужская принадлежность. И пояс мужской. С таким же успехом можно на себя повесить кинжал. Деньги быстро уходят, а работа на столетие остается. Во всяком случае, это прекрасно и красиво.